Всем привет, Колкраш на связи. Это моя 4-я поездка в Монголию. Я сейчас нахожусь в городе Улан-Батор. 30 марта 2022 года открылась сухопутная граница с Монголией. С этого дня в соседнюю страну можно отправиться на автобусе или машине. Я ждал этого события больше 2 лет. В начале года авиакомпания «Аврора» объявила о запуске регулярных рейсов по маршруту Якутск-Улан-Удэ. Купив билет на самолет в пределах 9000 рублей, проведя 2,5 часа в небе, оказался в соседней республике Бурятия. Потусовавшись там несколько дней, вдоволь объевшись шенехенскими бузами, пошел на автовокзал покупать билет на автобус из Бурятии в Монголию. Отдав 3000 рублей за билет в одну сторону, отправился в долгожданное путешествие. Выехав из Улан-Удэ в 7 утра, в Улан-Батор прибыли к 8 вечера. Горячо. Взял кофеек попробовать. Называется кофе-бене. Вот. Кофе-бене. Сейчас вам покажу Чингисхана. Нет, не самого Чингисхана, а памятник Чингисхану. Монумент, изображающий сидящего Чингисхана, является центром галереи национальной истории при Дворце государственного церемониала и почета, входящего в парламентский комплекс на площади Суха-Батора. В центре композиции расположена фигура восседающего на царском троне Чингисхана. Слева и справа имеются конные статуи 2 его ближайших стражей – Мухали и Борчу, а также 2 великих ханов Монгольской империи – Угедея и Хубилая. Тут люди фотографируются. И вообще на площади очень много людей. Прямо очень много. Тут каждый день праздник. Party every day. Смотрите, какие ребята идут. Сейчас я их засниму на камеру. Вау. Колкраш здесь, Колкраш на связи. Кстати, я всегда стараюсь приезжать в Улан-Батор в разное время суток. В разное время года, вот. Первый раз я приехал весной, потусовался, когда только все расцветало. Потом я был осенью, когда все увидало. А теперь я в разгаре лета здесь. Там вот есть фонтанчик. Представляете, на площади поставили фонтан. Столько радости, столько счастья. Я испытываю такие позитивные эмоции. Смотрите, как красиво. Как высоко вылетает вода. Вот. Это так освежает. Вон там тоже. Давайте-ка посмотрим. Как здорово, да? Моя душа требует праздника. Хочется раздеться догола и занырнуть в этот фонтанчик. Но тут слишком много людей. Меня обрызгивает. Я весь мокрый. Сейчас еще телефон это замочится, и тогда меня током ударит, и все видео пропадут. Поэтому лучше отходить. Не, я отошел. Так, про что я говорю? Я говорю про то, что было бы здорово раздеться догола и занырнуть в фонтанчик. Но тут слишком много монголов, слишком много людей. Они подумают, что я, наверное, псих какой-то, и меня, наверное, в полицию заберут, если я буду голый тут плавать. Так что я, наверное, пожалуй, не буду этого делать. Ну и тем более, как бы фонтан перестал работать. Ладно, все, пойдем дальше. Монгольские красавицы. Пробую всякие прикольные штуки. За моей спиной корейский магазин называется GS25. Это южнокорейская сеть круглосуточных магазинов, управляемая и принадлежащая GS Retail, дочерней компании GS Group. Сеульская сеть официально открылась в Улан-Баторе 18 мая 2021 года. К концу 2022 года ожидается запуск 100 магазинов. Тут
Тут можно выпить кофе, перекусить лапшой быстрого приготовления, полноценно отобедать свежим корейским блюдом и прочей выпечкой, а также найти предметы первой необходимости. На полках представлен огромный выбор заморских конфеток из Кореи, Японии, Малайзии. Рабочий персонал очень вежливый. За 3 недели пребывания в стране вечно синего неба я не успел попробовать даже 20% имеющейся там продукции. Вот еще. Nice to. Тут, наверное, можно заварить лапшичку. Nice to see you. Еще один рай для кей-поперов. Сеть круглосуточных магазов, которая управляется и принадлежит южнокорейской компании BGF Retail. Первый магазин CU в Улан-Баторе появился аж в ноябре 2018 года. Как раз тогда я в первый раз побывал в Монголии. И по состоянию на сегодняшний день в Монголии работает свыше 200 точек. Да, существует довольно-таки яростная конкуренция между вышеупомянутым брендом GS25. Весьма сомнительно, что другой бренд сможет перехитрить их с точки зрения продаж. Говорится на сайте Википедии. По мне так Что это? Вот это обе. Везде классно. И там море забугорных сладостей. Вот, пожалуйста, сидит Чингисхан. Воины монгольские. И смотрите, какие красивые картины. Письменность. Они пишут сверху вниз. Вот еще. Я бы купил картину, но боюсь, я ее просто сломаю по пути к дому. Седло. Это я не знаю, что такое. А вот я. Кстати, я стал миллионером. Ну, правда, тугровым. Я поменял рубли на тугрики и сразу стал миллионером. Ну, тут, наверное, каждый второй миллионер. Тугрик просел по отношению к рублю. И я так выгодно обменял недавно. В общем, сделал change money. И потом тугрик начал расти. И, в общем, я наслаждаюсь сделкой. Кайфово. Такое большое количество денег даже, ну как сказать, не поместилось у меня в кошельке. За моей спиной находится пункт обмена валюты. Тут можно поменять русские рубли на монгольские тугрики, на тугры. Вот написано Голомтбанк. Там, по-моему, аж 2 этажа, где можно поменять. Потом вот, пожалуйста, Баджин, ББСБ, Алт Авна, потом Эрденетов, Валют Арилжа. Также я советую не менять сразу всю котлету, все свои деньги не обменивать в тугрики, потому что курс постоянно колеблется, то тугрик отрастает, то падает. Я стараюсь менять по максимально выгодным ценам, постоянно мониторю. В настоящее время за рубежом не работают карты Мир, Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками. Не знаю, как в других странах, но в Монголии карта UnionPay от Россельхозбанка во время моего путешествия, а это второй квартал 2022 года, работала максимально исправно. Я за месяц до трипа обратился в офис Россельхозбанка, где подал заявку на оформление 2 карт – рублевую Мир и долларовую UnionPay. В мобильном приложении конвертировал рубли в баксы и успешно расплачивался долларовой карточкой во всех магазинах Улан-Батора. Внимание! Перед поездкой подробную информацию узнавайте у сотрудников банка, потому что я не знаю, насколько актуальной эта информация будет спустя полгода, год, 10 лет. Вдруг вы смотрите мое видео спустя 100 лет, когда меня уже нет в живых. Вот, пожалуйста, сейчас я в KFC заплачу картой UnionPay. Банковская карта. Все, оплата прошла. Чек беру.
Я купил здесь футболку, кстати, смотрите. Ну-ка, я сейчас втяну пузо, ладно, чтобы не видно было, что я жирный. Это Чингисхан. Нет, это не Чингисхан, это воин. Монгольский воин. И у меня еще есть как раз синего цвета штаны и кроссовки. Кроссовки 6. Нет, то есть 3, 6, 1. Это китайский бренд, крутой китайский бренд. Я зашел в Шангри-Ла и там взял кроссовки. И хожу такой модный. Welcome, Зайсон. Телки шепчет Найсман. С одного удара я вырубаю как Тайсон. Не надо архи, не надо тамхи. Когда смотрят на меня прекрасные глазки халхи. Когда смотрят на меня прекрасные глазки халх-монгол.